Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я бы хотел сегодня, перед наступлением Нового года по старому стилю, по юлианскому календарю, обратиться к вам с такими мыслями, связанными с размышлениями относительно традиционного абхазского моления Вожири или Кузни. Меня волнуют те слова, которые те, кто исполняет этот ритуал и в наше время, произносят во время совершения моления. В частности, то, что связано с двумя древними абхазскими фамилиями, которые когда-то были правящими в Абхазии. Это Ачба и Чачба. В данном случае, по источнику, который был зафиксирован в советское время, я хочу привести такие слова. Абриачби чачби икя ицша ирхикдзена разхара рчасцаанза цигерах заумган. То есть эти слова говорят о том, что человек, который совершает моление, собрав частицы из принесенных Вожиру явств, произносит эти слова и откладывает их в какое-то неприкасаемое место. Но эти слова, как мы с вами понимаем, говорят о том, что если этими частями, пока не насытятся все ачбовцы и чачбовцы этими частями, чтобы до нас не дошло никакого зла, если по смыслу перевести это пожелание. Также в разных других редакциях такое же словосочетание произносится в разных регионах нашей страны, следуя этой традиции. Но что на самом деле представляет это словосочетание? Это словосочетание вообще в науке называется оксюмерон. Это доказывающиеся нелепости, заостренное выражение, образное сочетание противоречащих друг другу понятий. Это остроумное сопоставление противоречивых понятий, парадокс, сочетание слов с противоположным значением, то есть сочетание несочетаемого. Это научное определение подобного выражения, то есть невозможно частицами от принесенных явств в свое время, 200 лет или 150 лет тому назад, когда ачбовцы и чачбовцы, реально являясь владетелями Абхазии, князьями, насытить их фамилии и, скажем так, тех в том статусе, как они князей, с их челядью и двором, этими частицами, вырезанных из принесенных явств Вожиру. Это противоречие. Теперь отнесемся к этому более серьезно. Если сегодня люди позволяют себе продолжать эту традицию, считая себя язычниками и совершая этот ритуал в Ажире, в Кузне, имея у себя дома, какой-либо предмет, относящийся к кузне, к Ажире, но произносят по сей день эти слова. Вопрос: сохранились ли сегодня в том статусе представители этих фамилий Ачба и Чачба? Сколько их сегодня проживает, чтобы можно было себе позволить произносить эти слова с тем религиозным чувством, с которым приходят совершать этот ритуал в Кузню? Я хочу, как христианский теолог, сказать в этом отношении то, что это, конечно, недопустимые вещи. Потому что в данном случае подобного рода высказывание считается не каким-то благом, что если я этой частицей всех насыщу, до тех пор, пока я не насыщу всех ачбовцев и чачбовцев этими частями, чтобы ко мне не пришло зло. Но ачбовцев и чачбовцев сегодня уже в Абхазии не существует как князей, и тем более их сохранилось всего лишь несколько семей.
при этом мы их знаем даже некоторых. Следует ли по сей день, соблюдая эту традицию, произносить эти не совсем простые слова тем, кто следует этому ритуалу и приходит в Ажиру? Задумайтесь, пожалуйста, над этим вопросом. Спросите себя самих и свое старшее окружение, нужно ли для Абхазии сегодня то, что многие люди позволяют себе произносить в Ажире, и каким образом это возвращается обратно ко всему абхазскому народу и Абхазии.